Идеей узнать все о княжеском роде Сосналиевых султан Асланбекович загорелся еще в молодости. Что стало причиной? Глубокий интерес к корням или дань уважения предкам? Теперь уже не важно. Султан Сосналиев собирал данные по крупицам и мечтал их опубликовать, но не успел. 8 лет назад его не стало. Но его супруга, Любовь Сосналиева, решила продолжить дело мужа и издать книгу. Султан Асланбекович задумал сам написать свою родословную. И он очень долго работал в архивах. Но в силу обстоятельств он не успел это все сделать. И весь этот архивный материал остался как завещание. Я хотела исполнить его мечту. Он сделал свою личную историю и продолжил историю рода Сосналиевых. За помощью супруга генерала обратилась к историку Сафарби Бейтуганову. Любовь Сосналиева передала ему все рукописи султана Асланбековича, но пришлось тратить время на поиск дополнительных материалов. Работа оказалась долгой и сложной. Судя по тому, что он оставил, хотел он написать свою родословную, расширенную книгу о княжеской кабардинской фамилии. Но, увы, не успел. Он даже нарисовал герб. Герб тоже обозначен в книге. Я считаю, это подвиг, верность памяти мужа, жены. Это святая обязанность. Несмотря на всегдашнюю мою занятость, я и не мог отказать, тем более это просьба о таком человеке. Сосналиевы – известный княжеский род в Кабарде. Мужчины этого рода были отважными воинами. Вся их жизнь была посвящена защите Родины. Первый раздел книги посвящен родословной фамилии Сосналиевых. Второй – известному потомку великих князей султану Сосналиеву, настоящему воину, горцу, человеку чести. Нисфарш Басаид Айба, Абхазское телевидение.